Так, Баши Абдураимов. Сайгаджалан, я хочу обратить ваше внимание на 3 принципиальных моментов. 3 принципиальных момента, которые предлагается сейчас принять вот этим собранием. В принципе, эти решения согласованы организациями, входящими в Крымско-Татарский народный фронт. Первое, это вот буквально послезавтра, это во вторник, начать, объявить сегодня, завтра это все будет доложено, если мы все это одобрим, это решение. Послезавтра на площади Ленина будет организована группа, на сегодняшний день 10 человек, которые представители 10 организаций, которые дали согласие на этот такой протест. Протест против того, что нас не хотят слышать. Это первый момент, очень важный и очень ответственный. Но тем не менее мы считаем, что само обозначение этого места с четкой задачей, что это протестная акция, направлена только лишь на то, чтобы ввести крымско-татарский вопрос в правовое поле Украины, чтобы был наконец принят закон, чтобы мы, крымские татары, начали наконец жить по закону. Вот это первый момент. Второй момент. Всех, наверное, волнует, как мы собираемся провести чрезвычайное общенародное собрание. Мы еще раз подтверждаем, то решение, которое мы приняли 28 января по предложению наших славных ветеранов и старейшин национального движения, мы его обязательно должны провести и проведем 18 мая на площади, чтобы исключить всякую возможность, каких-либо провокаций, каких-либо обвинений. Мы планируем это провести после того спектакля, который будут показывать так называемые лидеры Меджлиса со сцены Украинского театра. По завершении их вот этих мероприятий, шоу. То есть мы обозначаем вот это место, которое будет наша акция демонстрировать, и будем призывать сторонников, поддерживающих все эти инициативы, собираться вокруг этого места, и по завершению мы сразу обеспечим проведение общенародного собрания, на котором дадим все соответствующие оценки, заявления, в том числе и от украинским властям, международным властям и так далее, и так далее. Что касается, о чем говорил Рифат Ага и другие, третий пункт этой резолюции как раз говорит о том, что исполком крымско-татарского народа, то есть собрание поручает исполкому обратиться во все международные организации и инстанции с соответствующими предложениями и задачами, которые решал Крымско-Татарский народный фронт. В том числе, естественно, будет учтено предложение Ришата Абдизисова, и соответствующие документы будут направлены в том числе и на саммит стран Содружества. Первые шаги обращения к международной общественности уже нами сделаны. Я вам зачитывал выступление нашего товарища, члена исполкома Надира Бекирова, в котором он обратился уже с трибуны Организации Объединенных Наций ввести санкции против Украины до момента восстановления прав крымских татар. Такие обращения будут сделаны соответствующие заявления и так далее, и так далее. То есть это будет по ходу решаться. И наконец, 4-й пункт. Для того, чтобы ни у кого не складывалась иллюзия, что Крымско-Татарский народный фронт завершает свою работу после 18 мая, мы поэтому и объявляем следующую задачу. Что следующее чрезвычайное собрание, общенародное собрание, и постараемся уже пригласить туда не 8 тысяч, как нам удалось это сделать на этот раз, а постараемся все-таки охватить большую часть, большую половину крымско-татарских семей, чтобы это было по-настоящему общенародное крымско-татарское вече, полномочное принимать любые решения, любые.
вплоть до самых резких, о чем сегодня говорил, вот, допустим, Айдар Мустафаев. Мы вправе на таком собрании поставить вопрос, как прозвучал всего. Если мы Украине не нужны, то только такое собрание может заявить о том, что тогда и такая Украина нашему народу тоже не нужна. Возможно, в зависимости от того, как пройдет вот этот период, возможно, такие решения, если организованное будет вот серьезное собрание в Вече с представительством легитимным от каждой крымско-татарской семьи, не исключено, что такие решения будут приняты, и они, безусловно, будут услышаны, и, безусловно, на них будет соответствующая реакция. Вот что предлагается этой резолюцией. Я прошу собрание поддержать эту резолюцию. Если принципиальных уже других замечаний нет, то я прошу вас проголосовать за данную резолюцию. Кто за? Воздержавшиеся? Против? Нету. Приняты единогласно.